Раз в год на фестиваль кумыса в немецкую деревушку съезжаются сотни людей. Экзотический для европейцев напиток привлекает не только ностальгирующих по родине выходцев из Средней Азии. Десятки литров напитка из кобыльего молока туристы раскупают за несколько часов. Я была очень удивлена тому, что сюда приехали столько людей. Кумыс внезапно кончился, манты тоже раскупили. Не осталось и шашлыка из конины. Любителей конины среди европейцев тоже оказалось немало. За деликатесом на ферму Ханса Цолмана приезжают со всех концов Европы. Вначале мы не хотели резать лошадей, но и выкидывать мясо хорошей лошади тоже было жалко. Тем более я и сам раньше ел конину. В итоге я нашел хорошую скотобойню, где разделывают туши. Сегодня мы зарезали одну молодую и двух не очень молодых кобылиц. Перемешав их мясо, мы приготовим из них еду. Мясо более старых животных лучше использовать для приготовления шашлыка. Конеферму в немецкой провинции основал тесть Ханса Цолмана Рудольф Шторх, немецкий солдат, попавший в советский плен и много лет проживший в Казахстане. Именно там Шторх заметил полезные свойства кумыса. Употребление напитка вылечило его от туберкулеза. Теперь из кумыса фермеры производят даже косметику. Мы начали производить косметику из кумыса 30 лет назад. Сейчас мы выпускаем два вида косметики – из кумыса и кобыльего молока. Это мыло, гель для умывания, крем. Они очень полезны для сухой, потрескавшейся кожи. Этот крем очень хорошо смягчает кожу, поэтому его много покупают. Приставка «био» означает, что продукт сделан исключительно из натуральных компонентов. В нем нет никаких химических веществ. Все делается по немецким стандартам. Всего на ферме Цолманов около 400 лошадей. Производство полностью автоматизировано, работают здесь всего 10 человек. Свои секреты изготовления целебного напитка фермеры не выдают. Однако в целом, признается Цолман, технология приготовления кумыса такая же, как в Центральной Азии. Поэтому по вкусу, уверяют гости, напиток ничем не отличается от того, что готовят на кыргызских и казахских джайло. Дюбек Багалиева, Али Токтакунов, Элиза Кинембаева. Настоящее время.